Золотые часы на моем запястье показывали ровно 9 утра, когда я вошел в главный холл Морозов Групп. 58-й этаж башни «Федерация» в Москва-Сити — мое царство из стекла и стали, которое я построил собственными руками за последние 2 десятилетия. Мне 48 лет, рост под 1,90 м, и я давно привык к тому, что одно мое появление заставляет людей замолкать на полуслове. Аккуратно подстриженная борода с легкой сединой, пронзительный взгляд карих глаз и неизменно строгий костюм — мой образ, моя броня. Вокруг меня на мгновение замерла суета. Ассистенты, топ-менеджеры, юристы. Все они знали, что моя репутация жесткого и успешного руководителя опережает любые приветствия. Сегодня на мне был безупречно скроенный серый костюм, темно-синий галстук и дорогие туфли, начищенные до зеркального блеска. Каждый мой шаг по мраморному полу отдавался гулким эхом, подтверждая: в этом мире ничего не происходит без моего ведома. В переговорной меня уже ждали инвесторы. Мое появление сгустило и без того напряженный воздух. Эти люди знали: я не терплю некомпетентности, я безжалостен в переговорах, и именно эта твердость позволила моей компании занять лидирующие позиции на строительном рынке Москвы и всей страны. Совещание шло с точностью швейцарского механизма. Отчеты, прогнозы по новым объектам, перспективные районы застройки. Я сохранял внешнее спокойствие, но внутри мой мозг работал как суперкомпьютер, просчитывая риски и стратегии с такой скоростью, что никто из моих директоров не мог за мной угнаться. В какой-то момент один из инвесторов, желая проиллюстрировать концепцию нового жилого комплекса для больших семей, вывел на экран фотографию, свою собственную семью. Счастливые, улыбающиеся лица на фоне ухоженного сада. Мой взгляд невольно зацепился за лицо женщины, матери этого семейства. На одно мимолетное мгновение в памяти всплыл другой, почти стершийся образ, и где-то в глубине души шевельнулось давно забытое чувство пустоты. Я кашлянул, возвращая себя в реальность, и продолжил свою речь, оперируя цифрами и фактами. Но сознание раздвоилось. Одна его часть анализировала диаграммы на экране, а другая упрямо рисовала картину из далекого детства. Старая дача в Подмосковье, заставленная глиняными горшками с цветами, смех молодой женщины с глазами цвета янтаря и густой аромат жасмина, плывущий в теплом летнем воздухе. «Нельзя отвлекаться», — приказал я себе. Не сегодня, когда на кону стояло расширение моей империи. Но непрошенное воспоминание не уходило, будто часть меня, похороненная заживо много лет назад, отчаянно пыталась вырваться на свободу. Совещание закончилось успешно для всех, кроме меня. Внутри остался неприятный осадок. Я направился в свой кабинет, огромное пространство с панорамными окнами, откуда вся Москва была как на ладони. Бесконечный поток машин, спешащие куда-то люди, и едва различимый на горизонте силуэт Останкинской башни. На моем столе, среди идеального порядка, стояли лишь 2 личных предмета. Фотография бабушки по материнской линии, сделанная, когда я был совсем маленьким, и небольшие настольные часы в форме звезды. Точно такая же звезда была вытатуирована на моем левом запястье, скрывая старый шрам. Я никогда не говорил об этом шраме. Это была память об одном несчастном случае из детства. Память, которую я предпочитал не тревожить.
Зазвонил телефон. Полина, моя секретарь, напомнила, что сегодня после обеда я должен посетить пансионат для ветеранов труда «Тихая обитель» для передачи ежегодного пожертвования. Обычно я поручал такие вещи помощникам, но в этот раз почему-то решил поехать сам. Сам не знаю почему. Возможно, потому что прошлой ночью мне приснилась бабушка, женщина, которая вырастила меня после того, как мама исчезла. Мне было всего 8 лет. Я не хотел предавать память бабушки и, несмотря на плотный график, решил выполнить этот долг лично. Пока я просматривал расписание, в кабинет заглянул Николай, мой 22-летний сын. Высокий, худой, с вечно взъерошенными каштановыми волосами и неуверенностью во взгляде. Он пытался посоветоваться со мной по поводу маркетинговой стратегии для своего университетского проекта. Не отрывая взгляда от бумаг, я бросил несколько холодных односложных фраз и закончил резким: «Я занят». Коля вышел, даже не пытаясь скрыть своего разочарования. Позже, когда я спускался на подземную парковку, меня настиг укол совести. Я оглядел на мгновение окружавшую меня роскошь. Дорогие автомобили, личная охрана, и снова вспомнил то лицо с фотографией на совещании. Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Впереди еще много дел, и следующее по списку — пансионат. Я сел в свой «Майбах». Пока стеклянный лифт уносил меня вниз, я издал тяжелый вздох, который эхом отразился от металлических стен. На долю секунды моя маска ледяного спокойствия треснула, и из-под нее выглянул 8-летний мальчик, который до сих пор, 40 лет спустя, не перестал задаваться вопросом, почему мама его оставила. Но как только двери лифта открылись, лицо снова окаменело. Нужно двигаться дальше. Всегда. Мой «Майбах» бесшумно скользил по дорогам Подмосковья, оставляя позади гул и суету столицы. Величественные стальные башни Москва-Сити сменились сначала унылыми панельными многоэтажками, а затем уютными дачными поселками, утопающими в зелени. Фасад пансионата «Тихая обитель» показался мне приветом из прошлого. Монументальное здание в стиле сталинского ампира, выкрашенное в спокойный кремовый цвет, сдержанно и с достоинством взирало на мир. Это резко контрастировало с современными стеклянными конструкциями, которые я привык возводить. Выйдя из машины, я прошел по ухоженной аллее. Вдоль дорожки цвели георгины и флоксы. Их яркие краски казались неуместными на фоне моего строгого серого костюма. Я чувствовал себя чужеродным элементом в этом мире спокойствия и размеренности, и это вызывало глухое раздражение. Мне хотелось поскорее закончить с этим протокольным визитом и вернуться в свою стихию, в мир больших денег и быстрых решений. Внутри меня встретил запах чистоты, свежей выпечки и лекарственных трав. Мои шаги гулко отдавались в просторном холле, стены которого были увешаны фотографиями в простых деревянных рамках, черно-белые портреты основателей, групповые снимки с советских времен, выцветшие цветные карточки с празднования Нового года. Все это дышало историей, настоящей, не придуманной маркетологами. Навстречу мне вышла директор Антонина Петровна, женщина лет 65, невысокого роста, с круглым добрым лицом и удивительно ясными спокойными глазами. На ней был простой, но опрятный костюм, а седые волосы собраны в аккуратный пучок. «Федор Михайлович, какая честь!
Она протянула мне руку, и ее улыбка была настолько искренней, что я почувствовал себя неловко. «Спасибо, что приехали лично. Для наших подопечных это очень много значит». Я коротко кивнул, стараясь скрыть свое нетерпение. Взглянул на часы. В голове уже выстраивалась цепочка звонков, которые я должен был сделать, и подсчитывались потенциальные убытки от потерянного на эту поездку времени. Антонина Петровна, однако, не спешила. Она любезно пригласила меня в свой небольшой кабинет, чтобы оформить документы. Мы шли по длинному коридору с высокими окнами, через которые лился золотистый послеполуденный свет. Здесь фотографий было еще больше. Старики, улыбающиеся в объектив, внутренний дворик с большим фонтаном и раскидистой плакучей ивой. Что-то в этих снимках необъяснимым образом трогало меня, пробуждая странное чувство ностальгии по жизни, которой я никогда не жил. «Мы пансионат небольшой», — прервала мои мысли Антонина Петровна. «Но к нашим старикам мы относимся со всей душой. Главный наш ресурс — это любовь. А когда мы получаем финансовую поддержку, это позволяет нам улучшать условия, закупать оборудование». Из небольшой кухни, расположенной в конце коридора, донесся аромат свежесваренного кофе. В этот момент появилась медсестра. Женщина лет 38, среднего роста, с черными, собранными в тугой узел волосами. В ее глазах читалась усталость, смешанная с какой-то глубокой, осмысленной преданностью своему делу. В руках она держала поднос с керамическими чашками и дымящимся кофейником. «Федор Михайлович, здравствуйте. Меня зовут Анна Сергеевна. Не хотите ли кофе? Мы каждый день завариваем для наших гостей». Просто предложила она. Я на мгновение замялся. Я никогда не пил кофе, приготовленный не в моей личной эспрессо-машине в кабинете. Но что-то в простоте этого предложения, в искреннем радушии этих женщин, заставило меня согласиться. Я взял чашку и заметил, что она расписана вручную. Маленькие наивные васильки. Она смутно напомнила мне чашки, из которых поила меня чаем бабушка. По спине пробежал холодок. Я сделал глоток. Мягкий домашний вкус кофе разительно отличался от горькой крепости моих корпоративных будней. «Вот документы на пожертвование, Федор Михайлович». Антонина Петровна протянула мне несколько бумаг. Я быстро пробежал их глазами и поставил свою размашистую подпись, желая поскорее завершить процедуру. И именно в этот момент из глубины коридора донесся едва уловимый звук. Это была тихая, почти неслышная мелодия, будто кто-то напевал себе под нос. Я склонил голову, прислушиваясь. К моему изумлению, эта мелодия показалась мне до боли знакомой, хотя я не мог вспомнить, где я ее слышал. Заинтригованный, я извинился и сделал несколько шагов вглубь коридора. Анна Сергеевна незаметно последовала за мной. Справа от меня открытая дверь вела в небольшую комнату отдыха. Там никого не было, но музыка, казалось, доносилась откуда-то из-за поворота. Завернув за угол, я увидел в дальнем конце коридора силуэт женщины, сидящей у окна, выходящего во внутренний сад. Лица я не разглядел, но сердце, вопреки всякой логике, дрогнуло. «С вами все в порядке?» — тихо спросила Анна Сергеевна, заметив, как изменилось мое лицо. Я молчал несколько секунд.
Атмосфера этого места вдруг стала для меня на удивление личной. Я вспомнил, что мне пора уезжать, но странное любопытство удерживало меня здесь. В этом коридоре, пахнущем стариной, цветами и воспоминаниями, которых я не мог понять. «Простите», — сказал я, наконец, совладав с судьбой, — «я подпишу остальные документы, но могу я немного осмотреться перед уходом?» Медсестра тепло кивнула, а Антонина Петровна молча улыбнулась. И вот так, с чашкой домашнего кофе в руке и странным трепетом в груди, я отправился бродить по коридорам памяти этого пансионата, который очень скоро должен был изменить всю мою жизнь. Тот внутренний сад оказался настоящим островком покоя посреди шумного Подмосковья. Он был окружен стенами пансионата, выкрашенными в пастельные тона, а по периметру стояли простые каменные скамейки. Мощеные дорожки вели к небольшому фонтану в центре. Здесь несколько стариков грелись на солнце, но мое внимание было приковано к другому. Едва я шагнул во дворик, как в нос ударил густой сладкий аромат. Жасмин. Десятки кустов жасмина в больших глиняных катках. Внезапно, с ошеломляющей ясностью, меня накрыло то самое воспоминание из детства. Заботливые женские руки, поливающие цветы, и тихий нежный голос, напевающий колыбельную. Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Я приехал сюда по делу, сделать пожертвование и ничего более. Но беспокойство нарастало. И тогда я увидел ее. Она сидела на скамье возле куста чайных роз. Женщина лет 75, с волосами цвета благородной седины и лицом, испещренным паутинкой морщин, которые, казалось, хранили целую жизнь. Ее глаза, слегка затуманенные временем, остановились на мне. У них был тот самый незабываемый оттенок. Цвет темного янтаря. Взгляд был настолько пронзительным, что я невольно замер. На ней был простой бежевый кардиган и длинная юбка. Руки были сложены на коленях. Несмотря на видимую хрупкость, в ее осанке чувствовалось врожденное изящество. Я остановился, сам не понимая почему. Что-то в этой пожилой женщине казалось до дрожи знакомым. Она тоже смотрела на меня, не отрываясь, с каким-то странным напряженным интересом, словно пыталась узнать меня, вытащить мой образ из самых дальних уголков своей памяти. Тишина между нами стала почти осязаемой. «Добрый день», — произнес я, наконец, тихим, непривычно севшим голосом, не зная, как себя вести. Ответа не последовало. Я почувствовал себя еще более неловко. Но потом ее губы шевельнулись, и она прошептала, обращаясь не то ко мне, не то к самому воздуху: «Я тебя знаю». Ее голос был слабым, дрожащим, почти неслышным. Прежде чем я успел что-либо ответить, подошла Анна Сергеевна, та самая медсестра. «Федор Михайлович, это Елена Андреевна», — представила она женщину. «Она любит сидеть здесь, ухаживать за цветами. Вы уж простите, если она кажется немного рассеянной, у нее давно проблемы с памятью». Елена Андреевна. Имя моей матери. Меня будто ударило током. Я молча кивнул, пытаясь унять внезапно заколотившееся сердце. Но вместо того, чтобы развернуться и уйти, я против своей воли подошел чуть ближе. Елена Андреевна снова всмотрелась в мое лицо, изучая каждую черту. Потом ее взгляд скользнул ниже, на мои руки, и остановился на левом запястье.
где из-под манжеты рубашки виднелся край татуировки звезды. Легкая дрожь в ее руках стала заметнее. Глаза наполнились внезапными слезами, которые, казалось, хлынули без ее ведома. «Этот порез», — начала она, но голос прервался. Она поднесла руку к виску, выглядя совершенно дезориентированной. Анна Сергеевна мягко вмешалась. «Спокойно, Елена Андреевна, все хорошо». Женщина глубоко вздохнула, словно пытаясь объяснить что-то, чего сама не понимала. «Что с ней?» — спросил я, сдерживая непонятное мне самому волнение. «Елена Андреевна страдает от тяжелой формы амнезии уже много десятилетий», — объяснила медсестра. «Она попала к нам из другой клиники, которую закрыли. Информации о ней почти не было. У нее бывают проблески сознания, когда она вспоминает какие-то детали из прошлого. Названия улиц, песни. А потом снова проваливается в туман. Песни. Это слово эхом отозвалось в моей голове. Та самая мелодия, которую я слышал в коридоре. Я поднял глаза на Елену Андреевну. И в этот момент она заговорила снова с внезапной, отчаянной ясностью. Улица. Как называлась та улица, где я жила? Ее заплаканные янтарные глаза смотрели прямо на меня. Я чувствовал, как бешено стучит мое сердце. Почему меня это так трогает? Это нелогично. Я должен просто закончить визит и уехать. Но ощущение дежавю сковало меня на месте. Не раздумывая, словно кто-то другой говорил за меня, я произнес название улицы, где стояла наша старая дача. Улицы, где я жил до 8 лет. До того дня, как моя мама бесследно исчезла. «Вишневая», — прошептал я. Елена Андреевна повторила это название. Ее голос окреп. «Вишневая улица». Ком подкатил к горлу. Невидимая рука будто разворошила внутри меня все похороненные воспоминания и детские надежды. На глазах у изумленной медсестры Елена Андреевна, слегка пошатываясь, встала. Она подошла ко мне и осторожно коснулась рукава моего пиджака, не сводя взгляда со шрама. «Кто ты?» — прошептала она, и в ее голосе звенел страх и надежда. Я не знал, что ответить. Что-то в янтарном взгляде этой женщины переворачивало всю мою душу. Что-то мучительно родное, чему я не мог найти объяснение. Затаив дыхание, я стоял перед ней, еще не осознавая, что этот момент — начало долгого пути, который изменит не только мою жизнь, но и меня самого. Как я добрался в тот вечер домой, я почти не помню. Дорога от пансионата до моего особняка в Серебряном Бору пролетела как в тумане. Я вел машину на автопилоте, мой разум был парализован одним единственным образом — лицом пожилой женщины с янтарными глазами и ее дрожащим шепотом. Вишневая улица. Мой дом, который я купил после долгих лет упорного труда и коммерческих побед, встретил меня гулкой торжественной тишиной. Величественная постройка из камня и дерева с огромным участком, утопающим в вековых соснах, всегда была моей крепостью. Но сегодня, войдя в просторный холл и услышав, как за мной беззвучно закрылась тяжелая дубовая дверь, я впервые осознал, насколько этот дом, при всей его роскоши, пуст. Почти не раздеваясь, я прошел в свой кабинет-библиотеку. Это было мое святилище.
Место, где я мог укрыться от всего мира. Стены от пола до потолка были заставлены стеллажами из темного дуба. На полках ровными рядами стояли книги. От классики до современной бизнес-литературы. Я устало опустил пиджак на кожаный диван и включил тусклый свет старинной настольной лампы, доставшейся мне от бабушки. За окном сгущались тучи, предвещая ночную грозу. Сев за массивный дубовый стол, я выдвинул нижний ящик, тот, в котором хранились семейные альбомы. Я не открывал его уже много лет. Рука сама, почти инстинктивно, потянулась к самому старому из них, обтянутому потертой кожей. Я начал листать пожелтевшие картонные страницы. Вот он я, мальчик, с большими глазами и беззубой улыбкой. Вот моя бабушка, гордо обнимающая меня. А на первых страницах расплывчатый силуэт молодой женщины, на которую я всегда старался не смотреть подолгу. Эта женщина была моей матерью, Еленой Андреевной Морозовой, таинственно исчезнувшей, когда мне исполнилось 8. Холодная дрожь пробежала по телу, когда я вспомнил взгляд женщины из пансионата, той, которую звали Елена, и то, как ее янтарные глаза смотрели на меня с мучительным узнаванием. Пульс участился. Я захлопнул альбом с глухим стуком и встал, пытаясь отогнать бессмысленные надежды. Почему спустя 40 лет эта странная встреча так выбила меня из колеи? И что, черт возьми, это значит? Что она помнит ту же самую улицу, на которой я вырос. В дверь библиотеки тихо постучали. Это была Виктория, моя 25-летняя дочь, которая временно жила у меня. Длинные каштановые волосы, стройная фигура и глаза. Глаза необычного янтарного оттенка. Фамильная черта, доставшаяся ей по материнской линии. Вика заметила мое странное, отрешенное поведение за ужином и забеспокоилась. «Пап, можно?» — тихо спросила она. «Входи», — ответил я голосом, который показался мне более усталым, чем обычно. Вика вошла и увидела разбросанные по столу альбомы. Она осторожно подошла ближе. «Ты в порядке? Ты какой-то сам не свой с тех пор, как приехал». Еды почти не коснулся. Я думал отмолчаться, как обычно, но что-то в ее искреннем беспокойстве заставило меня быть откровенным. Я был сегодня в пансионате. Встретил там одну пожилую женщину. Начал я свой рассказ. По мере того, как я говорил, я видел, как хмурится ее лоб. «Ты думаешь, это может быть она?» Выдохнула Вика, не решаясь произнести слово «бабушка». «Я не знаю. Это невозможно. Прошло 40 лет. А если и так, зачем мне это? То все равно, что вскрывать старую рану, которая и так оставила слишком много шрамов». Вика подошла ко мне и взяла меня за руку. Ее пальцы легли прямо на татуировку, скрывающую шрам в виде звезды. «Пап, ты всегда говорил, что так и не узнал, что случилось с бабушкой. Ты ведь даже не помнишь ее лица толком. Может, пришло время найти ответы, какими бы невероятными они ни казались. Я знаю, какой ты сильный. Но я также знаю, как сильно это до сих пор тебе болит». Я отвел взгляд, борясь с волной эмоций. В памяти всплыли последние дни, когда мама была дома, громкая ссора родителей, приглушенные рыдания Елены, а потом пустота. Однажды утром ее просто не стало. Ни записки, ни следа.
Мой отец, Федор Петрович, умерший 15 лет назад, наотрез отказывался говорить на эту тему. «Я не уверен, что хочу знать ответы, Вика. Иногда лучше оставить прошлое в покое», — сказал я, тяжело вздохнув. «А если это она?» — настаивала дочь. Снаружи ударил гром, и на стекло обрушились первые крупные капли дождя. Я посмотрел в окно и увидел в нем свое отражение. Мне 48, я построил бизнес-империю. Но в глубине души я все еще был тем брошенным мальчиком, который так и не получил объяснений. Я разрывался между страхом узнать болезненную правду и отчаянной потребностью выяснить, что же стало с моей матерью. «Завтра я позвоню Виктору Семеновичу Орлову», — наконец произнес я. «Тому следователю в отставке, которого я нанимал много лет назад, когда пытался ее найти. Может, он сможет что-то прояснить». Вика слабо улыбнулась и с нежностью обняла меня. Когда я остался один, под аккомпанемент дождя, барабанящего по стеклу, я понял, гроза в городе скоро пройдет, но та, что надвигалась на мою жизнь, обещала быть куда более сильной и разрушительной. Утро после грозы встретило Москву омытой и посвежевшей. Небо, еще вчера затянутое тяжелыми свинцовыми тучами, было пронзительно синим. Держа в руках телефон, я смотрел на эту умиротворенную картину из окна своего кабинета и чувствовал, как внутри меня, напротив, назревает новая буря. Я набрал номер, который не использовал уже больше 10 лет. Номер Виктора Семеновича Орлова. Бывший следователь по особо важным делам, а ныне частный детектив на пенсии, Орлов когда-то вел поиски моей матери, но безрезультатно. После пары гудков я услышал его знакомый, чуть хриплый голос. Орлов слушает. «Виктор Семенович, это Федор Морозов». На том конце провода повисла пауза. «Федор Михайлович, вот уж не ожидал. Столько лет. Я думал, вы давно бросили это дело». «Возможно, так и было, Виктор Семенович. Но сейчас мне снова нужна ваша помощь. Мы договорились встретиться в его квартире на Таганке. Я ехал туда, и контраст между моим миром и его был разительным. Мой Майбах пробирался по узким улочкам мимо старых доходных домов, пока не остановился у массивной сталинки с облупившимся фасадом. Ни консьержа, ни лифта. Поднимаясь по широкой лестнице с истертыми ступенями, я вдыхал запах старины и сырости. Дверь мне открыл сам Орлов. Мужчина лет 70, невысокий, коренастый, с редкими седыми волосами и цепким, не растерявшим остроты взглядом. Он сохранил выправку и стать старого вожняка. «Проходите, Федор Михайлович». Он посторонился, пропуская меня в квартиру. Внутри царил творческий беспорядок. Комната была заставлена стеллажами, забитыми архивными папками, книгами и газетными вырезками. Казалось, я попал в музей нераскрытых дел и забытых историй. «Чаю?» — по-простому спросил он. «Спасибо. Я бы предпочел сразу к делу», — ответил я, с трудом находя место, куда присесть. Орлов, понимающе хмыкнул и опустился в старое просиженное кресло напротив меня. «Какое расследование мне возобновлять?» Появилась новая зацепка. Я глубоко вздохнул и рассказал ему все. О визите в пансионат «Тихая обитель», о пожилой женщине с амнезией, о ее янтарных глазах и, главное, о ее реакции на мой шрам и на название улицы нашего детства.
Я даже показал ему старую фотографию матери, Елены, на которой ее лицо было видно довольно четко. «Звучит дико, я понимаю», — закончил я, впервые за долгие годы чувствуя себя уязвимым под его аналитическим взглядом. Но я не могу просто отмахнуться от этого. Орлов медленно кивнул, задумчиво разглядывая фотографию. «Я много лет занимался поисками вашей матери. Проверял больницы, клиники. Последний раз что-то существенное у меня было лет 15 назад. А потом ваш отец, Федор Петрович, попросил меня прекратить расследование. От его слов у меня похолодело внутри. Отец? Но почему? Он так и не объяснил. Сказал, что это бесполезная трата денег и времени. Сказал, что нужно жить дальше. Мне всегда казалось, что он знал больше, чем говорил, но он был клиентом. Я свернул дело. Я молчал, пытаясь осмыслить услышанное. Отец, который всегда был для меня примером стойкости, сам прекратил поиски. Почему? «Что вы тогда нашли?» — спросил я, чувствуя, как в горле нарастает ком. «Отчет из городской больницы. О женщине, поступившей после автомобильной аварии. Примерно подходящий возраст, внешность. Ее не смогли опознать, при ней не было документов. Когда я приехал туда, чтобы запросить подробности, мне сказали, что ее перевели в другое учреждение, а часть архивов утеряна. Тупик». Ледяная дрожь пробежала по спине. Неужели та женщина и была моей матерью? И с тех самых пор она жила где-то рядом, неузнанная в 4 стенах клиник и пансионатов? Эта мысль была одновременно ужасающей и полной надежды. «Мне нужно, чтобы вы снова подняли эти архивы, Виктор Семенович. Нашли ту клинику, куда ее перевели. Проверили, совпадает ли это с историей женщины, которую я встретил», — сказал я с внезапной решимостью в голосе. «Я сделаю это, Федор Михайлович». «Хоть и времени прошло немало», — ответил следователь, и в его голосе уже не было прежнего скепсиса. Перед уходом я показал ему еще кое-что. На другой фотографии, более крупной, был виден точно такой же шрам в виде звезды на запястье моей матери. Ожог, который она получила, когда я был совсем маленьким. И ее глаза. Уникальный, редкий янтарный оттенок, который я вчера увидел в тихой обители. С сердцем, разрывающимся между надеждой и страхом нового разочарования, я покинул квартиру Орлова. Сидя в машине, я снова достал фотографию Елены. Вспомнил ту женщину с черными волосами и нежной улыбкой, которая пела мне колыбельные. Я прижал снимок к груди и глубоко вздохнул. Я должен был вернуться в тот пансионат. Но на этот раз не как меценат, а как сын. Сын, который должен был выяснить, является ли та женщина с янтарным взглядом его матерью, потерянной 40 лет назад, или это всего лишь жестокая игра его собственного отчаявшегося воображения. Небо в то утро было безоблачным, но для меня весь мир был окрашен в тревожные тона. Я снова ехал в тихую обитель, но теперь это была не просто поездка, это было паломничество. В моем портфеле среди деловых бумаг лежал старый снимок. Единственное четкое изображение моей матери, Елены Морозовой. На нем она, молодая и счастливая, улыбается прямо в объектив, а на шее у нее изящный серебряный кулон в виде звезды. Эта фотография, которую я избегал десятилетиями,
теперь стало моим главным, последним аргументом. Припарковав машину, я вошел в уже знакомый холл. Все та же умиротворяющая тишина, тот же запах домашней выпечки. Меня встретила Анна Сергеевна, медсестра с усталыми, но добрыми глазами. Она, кажется, удивилась, увидев меня снова так скоро. «Федор Михайлович, вы что-то забыли?» С мягкой улыбкой спросила она. Я кивнул, не находя нужных слов. В моем мире я привык отдавать приказы, но здесь, на этой территории человеческих судеб, я чувствовал себя растерянно. Анна, заметив мое состояние, сделала то, чего я никак не ожидал. «Пройдемте ко мне в кабинет», — тихо предложила она. Ее кабинет оказался крошечной, но очень уютной комнаткой. Стены выкрашены в теплый персиковый цвет. На подоконнике герань в глиняных горшках. А на небольшой полке книги по психологии и геронтологии. Я, помимо того, что медсестра, еще и психолог по образованию, словно извиняясь, пояснила она, всегда мечтала помогать людям с проблемами памяти, создавать для них терапевтическую среду, хотя на практике здесь приходится быть всем понемногу. Ее слова почему-то расположили к себе. Я сел на предложенный стул и, к собственному удивлению, решился на откровенность. «Анна Сергеевна, я хочу показать Елене Андреевне вот это». Я достал из портфеля фотографию и положил на стол. Она взяла ее в руки, внимательно рассмотрела, а потом перевела взгляд на меня. «Вы уверены?» — осторожно спросила она, и в ее голосе слышалось профессиональное беспокойство. Это может стать для нее сильным потрясением, особенно если между этой женщиной и ее прошлым действительно есть связь. «Именно поэтому я и здесь», — ответил я, чувствуя, как сжимается горло. «Я должен знать правду. Вы не представляете, сколько лет я прожил без ответов. Если есть хоть малейший шанс, что Елена Андреевна — это она, моя мама, я должен им воспользоваться». Анна молча смотрела на меня несколько долгих секунд, а потом поделилась своим. Когда мне было 12 лет, у нас в семье пропал дядя, мамин брат. Родители так и не смирились. Они искали его годами, писали в газеты, обзванивали больницы. Нашли. Спустя почти 20 лет в похожем интернате. Но было уже слишком поздно. Если бы они нашли его раньше, у них было бы больше времени. Так что я понимаю ваш страх. Но я также понимаю, почему нельзя сдаваться. Ее слова отозвались во мне глубоким эхом. Этот человек, которого я едва знал, понимал меня лучше, чем кто-либо за последние 40 лет. Она вызвалась проводить меня к Елене Андреевне. «Постарайтесь не давить на нее», — посоветовала Анна. «Просто поговорите, как вчера, и дайте ей посмотреть фотографию. Мы будем рядом, чтобы помочь». Мы прошли по коридору в общую комнату отдыха. Елена Андреевна сидела у окна, рядом с большим кустом жасмина в катке, и задумчиво перебирала его листочки. Она выглядела спокойной. На ней был тот же бежевый кардиган. Я сглотнул подступивший к горлу ком и медленно подошел. Она подняла голову, и в ее янтарных глазах мелькнуло узнавание. Анна осталась стоять в стороне, внимательно наблюдая. Я осторожно, почти благоговейно положил старую фотографию на столик перед ней. Елена Андреевна склонила голову, нахмурившись.
Ее затуманенный взгляд сфокусировался на изображении. Это была напряженная, оглушительная тишина, в которой я, казалось, слышал стук собственного сердца. Ее реакция была мгновенной. В ее зрачках мелькнул проблеск, смесь смятения и ностальгии. Она протянула дрожащую руку и кончиками пальцев коснулась лица женщины на снимке. Потом подняла взгляд на меня, словно пытаясь собрать воедино разрозненные части головоломки, похороненной в самом дальнем уголке ее сознания. Она что-то прошептала, не отрывая глаз от фотографии. «Где? Где я ее видела?» Я чувствовал, как перехватывает дыхание. Анна подалась вперед, чтобы лучше слышать. Елена Андреевна закрыла глаза, концентрируясь на ускользающем воспоминании. А через мгновение ее губы произнесли почти неслышно: «Звездочка. Моя звездочка». Мое сердце остановилось и рухнуло вниз. «Моя звездочка». Это интимное детское прозвище. Эхо из той жизни, которую у меня отняли. Анна, осознав всю силу момента, положила руку мне на плечо. «Тише», — прошептала она. Но в ту же секунду Елена Андреевна встала и вся в слезах повторила то самое название улицы, которое я произнес вчера. Она повторяла его снова и снова, не до конца понимая, почему. Но для меня это было окончательным подтверждением. Эта женщина хранила в себе осколки моей жизни, моей семьи. Пусть она не могла выразить это словами, но ее душа помнила. Следующие несколько часов прошли в странной, густой смеси из слез, молчания и робких прикосновений. Я, Федор Морозов, человек, чей день был расписан по минутам на месяцы вперед, одним звонком отменил все свои встречи. Моя империя могла подождать. Здесь, в тихом саду пансионата, происходило нечто несоизмеримо более важное. Я заново знакомился с собственной матерью. Анна Сергеевна, видя наше состояние, повела себя как настоящий профессионал и чуткий человек. Она увела Елену Андреевну, чтобы дать ей успокоиться, а мне принесла стакан воды. Я сидел на той самой скамье, ощущая себя совершенно опустошенным и одновременно наполненным до краев. Когда мама снова вышла в сад, она выглядела спокойнее, хотя ее янтарные глаза все еще были влажными от слез. Мы сели за небольшой столик под раскидистой ивой. Анна принесла маленький проигрыватель. «Музыка иногда помогает успокоиться и пробуждает ассоциативные воспоминания», — тихо пояснила она. Из динамиков полилась тихая, плавная мелодия старинного русского романса. Елена Андреевна прикрыла глаза, покачивая головой в такт. Какое-то время она просто слушала. А потом, поверх музыки из проигрывателя, она начала напевать свою, совершенно другую мелодию. Простую, незамысловатую, почти детскую, колыбельную. Эта мелодия ударила по мне, как разряд тока. Я замер, чувствуя, как по рукам пробежали мурашки. Это был тот самый мотив, который я слышал в коридоре в свой первый приезд. Тот самый, что смутным эхом отзывался в моей памяти все эти 40 лет. Напев, неразрывно связанный с запахом жасмина, теплом летнего вечера на даче и ощущением абсолютной безопасности. Я смотрел на нее, и слова застревали в горле. Эта женщина, моя мать, даже не помня моего имени, хранила в самой глубине своего существа нашу общую мелодию. Это была музыка нашей с ней связи.
нетронутая временем и трагедией. Она продолжала напевать, и я вспомнил слова, которые мне иногда пела бабушка, говоря, что это была любимая колыбельная моей мамы. Голос дрогнул. И я, человек, который не позволял себе сантиментов, человек, который годами строил вокруг себя стену из холода и контроля, сделал немыслимое. Я подался вперед и тихим, срывающимся шепотом пропел строчку, всплывшую из небытия. «Спи, моя звездочка, спи». На мгновение Елена Андреевна замерла. Ее губы перестали двигаться. Она медленно открыла глаза, и в них сверкнул такой яркий, такой пронзительный проблеск осознания, что у меня перехватило дыхание. Она смотрела прямо на меня, и ее взгляд, казалось, проникал сквозь 40 лет разлуки. Из ее груди вырвался тихий, сдавленный стон, который мог быть и именем, и просто вздохом боли и облегчения. Анна тут же подошла, чтобы успокоить ее. Подобные эмоциональные всплески, как она позже объяснила, часто дезориентировали маму. все хорошо, Леночка», — ласково говорила она, беря ее за руку. «Это нормально. Вспоминать — это и радостно, и больно». Я откинулся на спинку стула, чувствуя, как по щекам текут слезы, которых я не стыдился. В этот момент, глядя на хрупкую фигурку своей матери, я с ужасающей ясностью осознал, каким отцом я был для своих собственных детей. Для Вики и Коли. Я вспомнил, как отмахивался от их проблем, как отвечал им холодно и отстраненно, вечно занятый, вечно недосягаемый. Я отнял у них то, чего был лишен сам. Родительское тепло и участие. Внезапно мне стало стыдно. Стыдно за свою слепоту, за то, что, оплакивая свое потерянное детство, я невольно калечил детство своих собственных детей. Когда мама окончательно успокоилась, ее пение перешло в тихое мурлыканье. Она снова посмотрела на мой шрам и медленно, словно пробуя на вкус каждое слово, пропела припев еще раз. Потом мелодия затихла, и она, обессиленная, прикрыла глаза. «Я завтра приеду», — прошептал я, обращаясь больше к Анне. «Мы будем вас ждать», — с теплотой ответила медсестра. Я уезжал из пансионата с тяжелым сердцем. Эта колыбельная стала самым веским доказательством. Она была нитью, связавшей нас поверх пропасти времени. И я понял, что нашел не только свою потерянную мать. Я нашел шанс стать другим человеком, другим отцом. И этот шанс я не имел права упустить. Я ехал на встречу с Орловым, и старый синий блокнот лежал на пассажирском сиденье, словно хрупкое, бесценное сокровище. Я чувствовал себя хранителем чужой души, души моей матери, запертой на 40 лет в лабиринте амнезии. Каждый рисунок, каждая неровная буква в этом блокноте были для меня неопровержимым доказательством. Но хватит ли этого миру? Мы договорились встретиться не у него, а в старом кафе на Чистых прудах. Место с историей, с высокими потолками, тяжелыми портьерами и запахом кофе и времени. Я вошел, и мое сердце пропустило удар. Орлов уже сидел за дальним столиком. По его суровому, сосредоточенному лицу я понял, у него есть новости. И вряд ли они мне понравятся. «Виктор Семенович». Я сел напротив, положив блокнот на стол. «Федор Михайлович».
— кивнул он, не отрывая от меня тяжелого взгляда. «Начнем?» Я открыл блокнот и показал ему ключевые страницы. Рисунок руки со шрамом-звездой. Десятки раз повторенное название «Вишневая улица». А потом то, от чего у меня самого до сих пор перехватывало дыхание. Неразборчиво написанное, почти детским почерком имя. «Нандито». «В детстве», — начал я, и голос предательски дрогнул, — «так меня называла только она. Это была наша с ней тайна. Никто другой этого имени не знал». Орлов внимательно рассмотрел страницу, потом посмотрел на меня. В его глазах не было удивления, только мрачное подтверждение. «Этого более чем достаточно для вас», — ровным тоном произнес он. «А теперь выслушайте. Что удалось узнать мне?» Я нашел его. Того врача из первой клиники, куда она попала после аварии. Доктор Орловцев, Мануил Семенович. Ему уже за 80, живет в Подмосковье. Я съездил к нему вчера вечером. Я затаил дыхание. Он прекрасно помнит ту пациентку, продолжал Орлов, и его голос звучал как приговор. Женщина, около 30, тяжелая черепно-мозговая травма, полная потеря памяти, без документов. Они так и не смогли ее опознать. Но самое интересное случилось через несколько недель после того, как она пришла в себя. В клинику приехал мужчина, солидный, хорошо одетый. Сказал, что ищет пропавшую жену. Напряжение в воздухе стало почти невыносимым. Я вцепился в подлокотники стула. Орловцев провел его в палату. Мужчина посмотрел на женщину, которая лежала на кровати. Посмотрел ей прямо в глаза. А потом повернулся к врачу и сказал. Орлов сделал паузу. «Нет, это не она. Мир вокруг меня поплыл». Холодный пот выступил на лбу. «Он солгал?» — прохрипел я. Доктор Орловцев сказал, что мужчина оставил клинике щедрое пожертвование на лечение безымянной пациентки и уехал. Больше он его никогда не видел. Описание того человека полностью совпадает с внешностью вашего отца, Федора Петровича, в те годы. Я закрыл глаза. Отец. Мой отец нашел ее, живую, и отрекся от нее. Оставил ее одну, без имени, без прошлого, на милость чужих людей. Чудовищность этого поступка не укладывалась в голове. Это была не просто ложь. Это было преступление, хладнокровное и безжалостное. «Но это еще не все», — тихо добавил Орлов, возвращая меня в реальность. Он полез во внутренний карман своего старого пиджака и достал маленький, завернутый в носовой платок предмет. Он развернул платок на столе. Там лежало простое золотое обручальное кольцо, потертое, поцарапанное временем. Доктор снял его с ее пальца перед операцией. Никто его так и не забрал. Он хранил его все эти годы как напоминание о своей профессиональной неудаче, о пациентке, которой он не смог помочь. Посмотрите внутрь. Мои пальцы дрожали, когда я взял кольцо. Оно было холодным и тяжелым. Я поднес его ближе к свету и заглянул внутрь. Там, крошечными, почти стершимися буквами, было выгравировано одно единственное слово — Елена. Это было оно. Физическое, неопровержимое доказательство. Вся боль, все сомнения, все 40 лет пустоты сошлись в этой крошечной точке,
в холодном блеске металла на моей ладони. Моя мать и предательство моего отца. Я сжал кольцо в кулаке, чувствуя, как острый край врезается в кожу. Ярость, смешанная с невыносимой горечью, поднялась из самой глубины души. «Вопрос не в том, что он сделал, Федор Михайлович», — тихо, но отчетливо произнес Орлов, глядя мне прямо в глаза. «Я думаю, с этим мы разобрались. Вопрос в том, почему». Его слова повисли в густом воздухе старого кафе, пронзая меня насквозь. Действительно, зачем? Какая причина могла заставить человека совершить такое чудовищное предательство? И я понял, что мое расследование только началось. Я нашел свою мать, но чтобы по-настоящему вернуть ее, мне нужно было спуститься в самый темный ад секретов моей собственной семьи. Ярость холодная, ясная и острая, как осколок льда. Именно это чувство вело меня той ночью. Я покинул кафе, оставив Орлова с его неоплаченным чаем, и поехал не домой, в свой светлый особняк в Серебряном Бору, а в прошлое. В старый фамильный дом в Переделкино, который я унаследовал после смерти отца 15 лет назад. Я не был там годами, не желая тревожить тяжелые воспоминания. Но сегодня я ехал туда не вспоминать. Я ехал на войну. Дом встретил меня запахом пыли и забвения. Мебель, укрытая белыми саванами простыней, походила на призраков в полумраке. Со стен на меня смотрели строгие лица моих предков. Я шел по гулким коридорам, и мои шаги, казалось, будили задремавшую здесь тишину. Моей целью был кабинет отца, его цитадель. Открыв тяжелую дубовую дверь, я словно шагнул в склеп. Все было так, как он оставил. Массивный стол, кожаные кресла и гнетущая аура власти. А над столом, занимая почти всю стену, висел его парадный портрет. Федор Петрович Морозов, волевой подбородок, холодные глаза, смотрящие с холста с таким же высокомерием, с каким он смотрел на мир при жизни. Я подошел к телефону и набрал еще один номер из прошлого. Гавриил Степанович Белов, наш старый семейный адвокат, седовласый, сухой старик, служивший моему отцу верой и правдой больше 30 лет. Гавриил Степанович, это Федор. Жду вас в доме в Переделкино, немедленно. Через час он был уже здесь. Худощавый, в старомодном костюме, он вошел в кабинет с явной неохотой. «Федор Михайлович, что за срочность? Я не был здесь со дня его смерти, я знаю», — перебил я. «Садитесь». Я выложил перед ним на стол обручальное кольцо. Это кольцо моей матери, Елены. Как выяснилось, она жива. Все 40 лет она провела в клиниках с амнезией. А мой отец, ваш клиент, нашел ее после аварии и отрекся от нее, заплатив врачам за молчание. Мне нужны ответы, Гавриил Степанович. Вся правда. Сейчас же старик побледнел. Он снял очки, протер их дрожащими руками. «Федор, я связан адвокатской тайной. То, что доверял мне твой отец. К черту тайну!» Взорвался я, ударив кулаком по столу. Пыль взметнулась в воздух. Конфиденциальность заканчивается там, где начинается такое чудовищное преступление. Моя мать 40 лет прожила без имени, а вы знали? Вы все знали.
Белов вздрогнул от моего крика. Он молчал несколько мучительных секунд, а потом сдался. «Я не знал всего, клянусь», — прошептал он, глядя в сторону. «Я подозревал. Федор Петрович был сложным человеком. Он любил твою мать до безумия. Но это была больная, собственническая любовь. Он панически боялся, что она уйдет от него и заберет тебя. После очередной ссоры она сбежала. А когда он нашел ее в той клинике, без памяти, он увидел в этом свой шанс. Шанс навсегда оставить ее при себе, пусть и на расстоянии, под его полным контролем. Он велел мне подготовить документы, защищающие активы, на случай ее появления. Сказал, что так будет лучше для тебя. Что она бросила семью и ворошить прошлое ни к чему. Я слушал его, и ледяная ярость сменялась омерзением. Мой отец не просто совершил ошибку, он спланировал и осуществил хладнокровный чудовищный план. Взгляд мой упал на портрет, на самодовольное лицо человека, которого я всю жизнь считал образцом. В приступе неудержимой ярости я вскочил, схватил тяжелый бронзовый канделябр со стола и со всей силы швырнул его в портрет. Холст прорвался с глухим треском. Но я не остановился. Я подошел к стене, сорвал изуродованную картину с крюков и отбросил в сторону. И за ней, на фоне выцветших обоев, я увидел то, что искал. Прямоугольная металлическая дверца, встроенный сейф. «Открывайте!» — прорычал я, поворачиваясь к окаменевшему адвокату. Дрожащими руками Белов набрал код. Дверца со щелчком открылась. Внутри были не деньги. Там были бумаги, пачка пожелтевших писем и толстая папка. Я вытащил письма. Это была их переписка до моего рождения. Узнавая почерк отца, я читал строки, от которых кровь стыла в жилах. «Ты никогда не уйдешь от меня, Леночка. Ты будешь моей или ничьей. Даже не думай забрать у меня сына». А потом я открыл папку. Копии чеков и банковских переводов. Десятилетиями он переводил деньги на анонимные счета клиник и пансионатов. Плата за молчание. Плата за то, чтобы его жена оставалась призраком. Вот они, ответы. Черным по белому. Холодные бездушные доказательства его преступления. Я стоял посреди этого кабинета мавзолея, сжимая в руках улики. Всю жизнь я гнался за тенью своего отца, пытался заслужить его уважение, превзойти его. А теперь я понял, что гнался за монстром. Я забрал все бумаги, не сказав адвокату больше ни слова. Выходя из этого проклятого дома, я чувствовал не только боль. Я чувствовал освобождение. Призрак Федора Петровича Морозова больше не имел надо мной власти. Его наследие из лжи и контроля закончилось сегодня, здесь. Я вынес его тайну на свет, и теперь я мог, наконец, начать строить для своей матери и для всей нашей семьи новое будущее. На руинах старой лжи. После той страшной ночи в доме отца я несколько дней не находил себе места. Обжигающая правда о его предательстве смешалась с пьянящей радостью от обретения матери. Я стоял на руинах своего прошлого, и мне нужно было решить, как строить будущее. Первым делом я договорился с доктором Александром Валерьевичем.
специалистом по расстройствам памяти из пансионата, о проведении специальной терапевтической сессии. Мы должны были действовать крайне осторожно. Его вердикт был однозначен. Нельзя обрушивать на Елену всю правду разом. Ее сознание, хрупкое, как старый пергамент, могло просто не выдержать. Мы должны были дать ей ключи, чтобы она сама постепенно открывала двери в свое прошлое. В назначенный день я приехал в тихую обитель. В моем портфеле больше не было деловых бумаг. Там лежали реликвии, старые фотографии нашего дома на Вишневой улице, связка ключей от той дачи, которую я нашел в вещах бабушки, и кое-что еще. Предмет, который я хранил с 8 лет в коробке на антресолях. Мой старый плюшевый мишка, единственный друг моего одинокого детства. На его лапе бабушка когда-то пришила заплатку в виде звезды из синей ткани. Меня провели в тихую комнату, залитую мягким светом. Там уже была мама. Елена Андреевна. Рядом с ней доктор и Анна Сергеевна. Она выглядела спокойной. Я сел рядом и начал медленно, один за другим, выкладывать предметы на стол. Она смотрела на них с любопытством, склонив голову на бок. Ее дрожащие пальцы коснулись старых ржавых ключей, потом пожелтевшей фотографии нашего крыльца, утопающего в жасмине. «Что-то теплое», — прошептала она, но не могла ухватить ускользающее воспоминание. А потом я достал мишку. Я поставил его на стол. Она смотрела на него несколько долгих секунд. А потом, без предупреждения, ее рука потянулась к игрушке. Она нежно, почти благоговейно коснулась маленькой синей звезды на его лапе. «Мой Мишка», — выдохнула она, и в ее голосе было столько детской тоски и нежности. Она не говорила о нем, как о моем. Она говорила о нем, как о чем-то своем, родном. Я почувствовал, как к горлу подкатывает ком. «Я хранил его с самого детства», — с трудом произнес я. Она подняла на меня свои янтарные влажные глаза. Она ничего не сказала, но в ее взгляде была целая вселенная. Смятение, нежность и отчаянный поиск. В этот момент дверь тихо открылась. На пороге стояли мои дети, Вика и Коля. Я попросил их приехать. Я понял, что не смогу пройти этот путь один. Что это? История не только моя, но всей нашей семьи. Николай, мой вечно неуверенный в себе сын, выглядел растерянным. Виктория, моя опора, смотрела на женщину перед собой с затаенным дыханием. «Папа, это она?» — прошептала Вика, не в силах оторвать взгляд от своей бабушки. «Да. Возможно, это ваша бабушка», — почти шепотом ответил я. Елена Андреевна посмотрела на них и вдруг слабо улыбнулась, словно узнавая в их молодых лицах что-то знакомое, какие-то фамильные черты. Николай, тронутый до глубины души, медленно подошел к ней. «Здравствуйте, я Николай», — произнес он, и его голос дрогнул. Мама взяла его руку в свою, ощущая, быть может, тепло родной крови, которое ее разум не мог объяснить. Тем временем Вика заметила на мольберте в углу комнаты неоконченную картину. Пейзаж, смутно напоминающий уголок старого дачного поселка, с небом, усыпанным яркими звездами. «Это вы нарисовали?» — с искренним восхищением спросила она. Мама кивнула, глядя на свою работу с ностальгией.
Она не говорила много, но ее взгляд рассказывал целую историю. Для меня видеть их всех вместе, моих детей и мою маму, было сродни эмоциональному головокружению. 3 поколения Морозовых, разделенные 40 годами лжи и трагедии, впервые оказались в одной комнате, и я понял. Может, ей и не нужно вспоминать каждую деталь. Может, достаточно просто быть рядом, позволить любви самой найти дорогу. Время текло в этом тихом, наполненном чувствами пространстве. Перед тем, как мы ушли, мама сделала то, что окончательно укрепило мою веру. Она взяла мою руку и положила ее на плюшевого мишку, так, чтобы мой палец лег прямо на его синюю звездочку. Она крепко сжала мою руку. Это был ее безмолвный ответ. «Я знаю. Ты моя звездочка. Я тебя узнала». В тот момент я понял, что обратной дороги нет. И что бы ни ждало нас впереди, я верну свою мать домой. Той ночью я почти не спал. После сеанса терапии с мамой я понял, что стою на пороге. Еще один шаг, и я смогу сказать ей все. Сказать прямо: «Мама, это я, твой сын. Я нашел тебя». Но разговор с доктором Александром Валерьевичем и Анной заставил меня усомниться. Резкое вторжение в ее хрупкий мир могло стать для нее не спасением, а катастрофой. На следующий день я собрал в своем особняке семейный совет. В просторной столовой, за длинным столом, заваленным старыми фотографиями и документами, собрались Вика, Коля, Анна Сергеевна и доктор Александр Валерьевич, который любезно согласился нас проконсультировать. Главный вопрос повис в воздухе. Имеем ли мы право обрушивать на нее всю правду сейчас? Если мы сообщим ей все в лоб, она может испытать такой шок, что ее сознание просто закроется из-за страха, серьезно начал доктор. Мы видели случаи тяжелых регрессий, когда пациент не готов принять настолько сильное воспоминание. Ее разум может воспринять это как угрозу и уйти в еще более глубокую защиту. Вика слушала, озабоченно глядя на меня. «Но разве это честно?» — с волнением возразила она. «Она должна знать, что у нее есть семья, которая ее любит, которая искала ее все эти годы, что у нее есть 2 внуков. Мне больно видеть ее такой одинокой и растерянной». Николай, более сдержанный, молча кивнул в знак согласия. Хотя поначалу он сомневался во всей этой истории, теперь он не мог перестать думать о той нежности, которую испытывал к этой женщине, своей обретенной бабушке. Я сидел во главе стола, чувствуя, как меня разрывают на части. Вина грызла меня. Оттягивая признание, не обрекаю ли я ее на дальнейшее пребывание в тумане неведения. Но что, если, поторопившись, я разрушу тот хрупкий прогресс, которого мы с таким трудом достигли? Возможно, это вопрос времени и правильного подхода, подала свой тихий, сострадательный голос Анна. Мы можем продолжать давать ей подсказки, приносить вещи из прошлого, фотографии, позволить ее собственному разуму самому соединить все нити, без насилия. Я уперся локтями в стол и обхватил голову руками. Я чувствовал себя измотанным. Не от работы, к которой привык, а от непосильного эмоционального груза. Всю жизнь я мечтал вернуть мать. И вот теперь, когда она была рядом, я испытывал первобытный страх снова ее потерять
или сломать ее хрупкое ментальное равновесие. «Это не так просто», — прошептал я. «Я хочу обнять ее и сказать: «Мама, это я». Но я не хочу причинить ей шок, который отбросит ее назад». Доктор Александр Валерьевич сочувственно положил руку мне на плечо. «Я понимаю ваше желание, Федор Михайлович, но сейчас критически важно, чтобы она чувствовала себя в безопасности, чтобы ваше присутствие было для нее опорой, а не давлением. Моя рекомендация — продолжать укреплять это доверие. И как только мы увидим, что ее воспоминания стали более устойчивыми, мы сделаем следующий шаг». Вика разочарованно вздохнула, но поняла логику врачей. Николай, как человек более практичный, предложил поискать еще какие-то якоря для ее памяти. Может, старые видеозаписи, если они сохранились, или показания кого-то из соседей по старой даче. Совет закончился хрупким консенсусом. Пока не раскрывать всей правды. Выбрать путь более деликатного, постепенного сопровождения. У каждого из нас на душе остался горьковатый привкус. Мы хотели праздновать воссоединение семьи, которая была разбита десятилетиями, но осторожность заставляла нас сдерживать свои чувства. Тем же вечером, когда все разъехались, я долго стоял в коридоре перед старой фотографией на стене. На ней моя мама, молодая, с глазами цвета янтаря, держит за руку 5-летнего кудрявого мальчика. Меня. Я закрыл глаза и снова услышал в своей голове ту самую колыбельную, которую она напевала. Тихие слезы покатились по моим щекам. Внезапно я понял, что в этом мучительном этическом выборе любовь должна быть терпеливой. И я буду ждать. Столько, сколько потребуется. Прошло несколько дней, которые превратились в недели. Мои визиты в тихую обитель стали ежедневным ритуалом. Мы с мамой много гуляли по саду, молчали, иногда говорили о пустяках. Я приносил ей старые пластинки с музыкой ее молодости, книги, которые, как мне помнилось, со слов бабушки она любила. И ее память, словно росток, пробивающийся сквозь асфальт, начала оживать. Короткие проблески ясности случались все чаще. Иногда она вспоминала название цветка, иногда-то мелодию старого романса, иногда просто смотрела на мой шрам со странным долгим взглядом, словно на этой отметине была написана вся наша общая история. В один из таких дней, на исходе сентября, мы медленно гуляли по внутреннему дворику. Закатные лучи окрашивали небо в теплые оранжевые тона. Мама остановилась у розария и долго молча смотрела на цветы. Она держала меня за руку, и я чувствовал легкую, привычную дрожь ее пальцев. Внезапно она повернулась ко мне. Она всмотрелась в мое лицо, изучая каждую черту, а потом ее взгляд, как и в первый раз, опустился на мое левое запястье. На шрам. «Это как та звезда, что я рисую», — произнесла она тихим, но на удивление отчетливым голосом. В нем была не растерянность, а задумчивость. Я почувствовал, как у меня сжалось сердце. Я ждал этого момента, боялся его и молился о нем. Я молчал, давая ей возможность говорить. «Твое лицо...» — она запнулась, подбирая слова. «Я видела его во снах. Иногда я вижу тебя мальчиком. И не знаю почему». Воздух вокруг нас, казалось,
загустел. В нескольких шагах у входа в корпус стояла Анна Сергеевна, готовая вмешаться, если эмоции станут слишком сильными. Я чувствовал, что время пришло. «Я не хочу вас напугать, Елена Андреевна», — произнес я как можно спокойнее, хотя мой голос дрожал. «Просто выслушайте меня». Она кивнула, и в ее янтарных глазах отражалось все небо. Она ждала. «Меня зовут Федор», — начал я. «Когда я был маленьким, меня звали Нандито». Я сделал паузу, проглотив ком в горле. «Вы пели мне колыбельную про звездочку». Ее глаза широко распахнулись. Губы приоткрылись в немом изумлении. Она задышала чаще, словно из ее легких выбили весь воздух. Волна воспоминаний, которые она не могла контролировать, захлестнула ее. Не отпуская моей руки, она пошатнулась и отступила на шаг. Анна уже двинулась к нам. «Нандита», — пролепетала мама, касаясь виска свободной рукой. «Это имя... Оно разрывает мне сердце. Мир для меня сузился до одной точки. Ее страдающего, любимого лица. Я больше не мог следовать плану. Я больше не мог быть осторожным. «Я ваш сын», — выдохнул я, и слезы хлынули из моих глаз. «Тот мальчик, которого, как вы думали, вы потеряли навсегда». Ее лицо на мгновение исказилось от боли и неверия. Она смотрела на меня, будто пытаясь проснуться от долгого страшного сна. А потом плотина рухнула. Крупные тяжелые слезы покатились по ее морщинистым щекам. Ее тело сотрясало дрожь. «Сынок», — прошептала она так, словно не верила собственным словам. Следующие мгновения были размыты в потоке слез и сбивчивых слов. Она прижималась ко мне, ее руки вцепились в мой пиджак, и она повторяла снова и снова, как заклинание: «Нандита, моя звездочка, сынок». Она будто пыталась этими словами заполнить 40-летнюю пропасть между нами. Я обнимал ее, такую хрупкую, и боялся сломать. Я вдыхал запах ее седых волос и чувствовал, как уходит боль, копившаяся во мне всю жизнь. Анна стояла рядом, тоже плача, и тихо гладила маму по спине. Когда первый шквал эмоций прошел, я, все еще обнимая ее, достал из кармана ту самую фотографию. Молодая женщина с кулоном-звездой. «Мама», — прошептал я, и это слово, которое я так долго жаждал произнести, прозвучало так легко и правильно. Она коснулась пальцем снимка. «Это я?» «Да, мама, это ты», — подтвердил я, и мой голос был полон нежности. В тот момент ее память не восстановилась полностью. Туман не рассеялся окончательно. Но это было уже неважно. В ее глазах зажегся огонь узнавания. Прочная, неразрывная нить, которую не смогли уничтожить ни время, ни ложь, ни болезнь, снова связала нас. Она нашла своего сына, а я, наконец, обрел свою маму. После того пронзительного дня в саду наши встречи обрели новую глубину. Я приезжал в пансионат каждый день, но теперь я ехал не на встречу с Тайной, а на встречу с мамой. Мы продолжали наши терапевтические сеансы с доктором и Анной,
Но теперь их целью было не пробудить память, а помочь ей справиться с теми обрывками, что начали всплывать сами, словно обломки затонувшего корабля. И они всплывали. Постепенно, болезненно, но неумолимо. В один из таких дней я принес целый альбом со старыми фотографиями дачи на Вишневой улице. Мы сидели в той же тихой комнате. Мама брала в руки каждый снимок, и ее пальцы дрожали. «Здесь были красные флоксы, да?» — прошептала она, глядя на фото крыльца. «А во дворе я сажала жасмин. Мне нравилось, как он пахнет по вечерам». «Да, мама», — тихо подтверждал я, — «у тебя был дар выращивать самый красивый жасмин». Она взяла следующую фотографию. На ней был запечатлен наш старый зал с большим камином. Ее лицо омрачилось. Она прикрыла глаза, и я увидел, как по щеке скатилась слеза. «Мне пришлось уехать». Ее голос был едва слышен. «Я не могла там оставаться. Твой отец...» Он был так зол в тот вечер. Я похолодел. Доктор Александр Валерьевич ободряюще кивнул ей, давая понять, что она может говорить, но не давил. Мы все затаили дыхание. «В доме часто были ссоры», — продолжала она, глядя куда-то в пустоту. «Я хотела тебя защитить. Что-то случилось той ночью». Ее голос сорвался. Анна, сидевшая рядом, вела записи. Ее лицо было полно сочувствия. Мама глубоко вздохнула и снова закрыла глаза. «Была авария на шоссе. Ночь. Дождь». Из ее груди вырвался тихий стон. «Я так спешила уехать подальше, чтобы твой отец не...» Она запнулась, сглотнув. «Помню удар. Яркий свет фар. А потом все стало черным. Я слушал ее, и мир вокруг меня переставал существовать. Впервые за 40 лет я слышал ее историю. Пусть обрывками, пусть сказанную шепотом. Но это была ее правда. Я едва мог дышать, осознавая, что она не бросила меня. Она бежала. Бежала от ярости моего отца, чтобы защитить меня. Всю жизнь в самой глубине моей души жил крошечный, ядовитый червячок сомнения, а вдруг я был плохим сыном, раз она ушла. И вот теперь этот червь был мертв, раздавлен ее жертвенной любовью. Обида и ярость по отношению к отцу обожгли меня с новой силой. Но сейчас было не до них. Сейчас все мое существо было сосредоточено на ней, на хрупкой женщине, которая пожертвовала всем ради меня. «Мама, тебе не нужно заставлять себя», — сказал я мягко, видя, как она дрожит. «Мы рядом. Ты в безопасности». Она открыла заплаканные глаза и посмотрела на меня долгим, полным любви взглядом. «Прости меня, сынок. Прости, я должна была остаться. Но я не могла смотреть, как твой отец превращается в...» Она умолкла, сотрясаемая собственными воспоминаниями. Я придвинулся ближе и обнял ее за плечи. Я хотел сказать ей 1000 слов, но все они застревали в горле. Вся жестокая мозаика сложилась. Ее побег, авария, амнезия и предательство отца в клинике. Теперь я знал все. Доктор Александр Валерьевич мягко вмешался, предложив маме отдохнуть.
Эти воспоминания были огромным прорывом, но и таким же огромным стрессом. Чтобы успокоить ее, Анна включила тихую музыку, и я просто сидел рядом, держа ее за руку, пока ее дыхание не выровнялось. «Мы сделали сегодня огромный шаг вперед», — сказал доктор, когда мы вышли в коридор. «Но помните, когда прошлое возвращается, оно приносит с собой очень сильные эмоции». Я кивнул, все еще находясь под впечатлением. Я чувствовал ярость за потерянные годы, безграничную благодарность за чудо нашего воссоединения и невыразимую нежность, открыв для себя ту отвагу, которую она проявила в ту роковую ночь. Тишину в комнате нарушало лишь едва слышное напевание. Несмотря на боль, мама снова и снова возвращалась к той колыбельной, которая когда-то нас соединяла. И я понял, что теперь она соединит нас навсегда. Следующие недели в моей жизни были похожи на ураган, но ураган созидательный. Я принял решение. Мама будет жить со мной. Ее место здесь, в семье, а не в самом лучшем, но все же казенном учреждении. Восточное крыло моего особняка в Серебряном Бору, которое годами пустовало, я решил полностью перестроить и оборудовать для нее. Раньше любой строительный проект для меня был лишь набором смет, сроков и рентабельности. Я управлял им из своего кабинета на 58-м этаже, требуя отчеты и наказывая за промедление. Но здесь все было иначе. Стук молотков и запах свежей краски наполнили мой дом, и я был в самом центре этого процесса. Я больше не был холодным директором. Рабочие и прораб с удивлением наблюдали, как Федор Морозов лично проверяет каждый этап, советуется с дизайнерами, благодарит строителей. «Рамон Семенович, как продвигается сад?» — спрашивал я у пожилого, усатого ландшафтного архитектора. «Все, как вы просили, Федор Михайлович», — отвечал тот, явно озадаченный моим личным участием. «Мы нашли лучшие саженцы жасмина, нескольких сортов. К моменту ее приезда здесь будет благоухать, как в райском саду. Этот сад был моей главной идеей. Я хотел, чтобы, просыпаясь каждое утро, она вдыхала тот самый аромат, который связывал ее с самыми светлыми воспоминаниями. Чтобы ее новое настоящее было пропитано запахом ее счастливого прошлого. Но самым важным было то, что это стало нашим общим семейным делом. Вика с ее талантом архитектора взяла на себя весь дизайн. Именно она спроектировала панорамные окна от пола до потолка, чтобы комната была залита светом. Коля, мой прагматичный сын, отвечал за техническое оснащение. Удобные поручни в ванной, пандусы, специальная функциональная кровать, система «Умный дом», чтобы ей было максимально комфортно. «Не жалейте ни на чем», — повторял я им. «Мама должна чувствовать себя здесь в абсолютной безопасности и уюте». Однажды Вика подошла ко мне, когда я проверял, как кладут плитку в ванной. «Папа», — тихо сказала она, — «я никогда не видела тебя таким вовлеченным во что-то семейное. Ты наконец-то отложил бизнес ради нас». Я тяжело вздохнул, глядя на свою дочь. «Знаешь, дочка, я, кажется, только сейчас понял, для чего на самом деле я все это строил. Раньше я строил стены и этажи, а теперь я учусь строить дом». Стены в ее будущей спальне тоже были особенными.
Вика сама нарисовала эскиз, и приглашенный художник создал на одной из стен фреску. Нежный закатный пейзаж, напоминающий старые Переделкино с раскидистыми деревьями, а над ними глубокое синее небо, усыпанное мириадами мерцающих звезд. Я не мог без волнения смотреть на эту работу. Мысль о том, что моя мама будет открывать глаза и видеть это небо, полное ее звездочек, дарила мне невероятную надежду. Когда все было почти готово, я пригласил Анну Сергеевну. Она приехала, чтобы оценить пространство с профессиональной точки зрения. В своем простом платье, с неизменным пучком волос, она ходила по сияющим чистотой комнатам. Освещение, вентиляция — все идеально, заключила она с одобрительной улыбкой. А сад из жасмина — это гениальная терапевтическая идея. Уверена, она почувствует себя здесь как дома. В тот вечер, когда рабочие ушли, я остался в готовом крыле один. За огромными окнами садовники высаживали последние кусты жасмина. Заходящее солнце заливало комнаты золотым светом. Я стоял посреди пространства, созданного любовью моей семьи, и вспоминал маму в пансионате. Я представлял, как она будет сидеть здесь, в кресле качалки, и смотреть на свой сад. Как мы будем пить чай вечерами, и она, возможно, вспомнит еще одну историю из детства. Я обошел комнаты, теперь уже тихие и наполненные ожиданием. Вся моя империя, все мои небоскребы в Москва-Сити казались чем-то незначительным по сравнению с этим. Здесь, в этих нескольких комнатах, я совершил главный проект своей жизни. Я построил гавань. Гавань для женщины, которая 40 лет провела в шторме. Я пообещал себе, что в день ее переезда я буду рядом на каждом шагу, чтобы показать ей, что, несмотря на все потерянные годы, у нас еще есть время. Время, чтобы создать новые, счастливые воспоминания. Утро, когда мы должны были забрать маму из пансионата, было прохладным и солнечным. Я ехал вместе с Анной Сергеевной, которая любезно вызвалась помочь с переездом. Мама ждала нас в холле, сидя на диванчике. Она была одета в новое, простое, но элегантное платье, которое мы с Викой купили ей накануне. В руках она держала небольшую сумку со своими сокровищами, тот самый синий блокнот, старую фотографию и шерстяной платок, связанный кем-то из ее подруг по пансионату. Она заметно нервничала. Переезд в новый, незнакомый дом даже к сыну пугал ее. 40 лет она прожила в замкнутом мире клиник и интернатов, и шаг во внешний мир был для нее шагом в неизвестность. «Все будет хорошо», — тихо сказал я, беря ее под руку. «Мы будем рядом». Всю дорогу она молчала, глядя в окно на проносящиеся мимо подмосковные пейзажи. Но когда наш Майбах въехал в ворота особняка в Серебряном Бору, она ахнула. Какой большой! У парадного входа ее уже ждали Вика и Коля. В руках у них был неуклюжий, но трогательный плакат, нарисованный от руки. «Бабушка, с возвращением домой». Мама улыбнулась своей тихой, светлой улыбкой, и я увидел, как ее глаза увлажнились. Внуки подхватили ее под руки, и мы все вместе вошли в дом. Она с опаской и восхищением оглядывала просторный холл, высокие потолки, современную, но уютную обстановку. Для нее, привыкшей к скромным казенным интерьерам, все это было похоже на сказку. «Тебе нравится, мама?» — с волнением спросил я. «Здесь так красиво и так просторно».
прошептала она, все еще крепко держа меня за руку. Наш путь лежал в восточное крыло. Когда она вошла в коридор, ведущий к ее комнатам, и почувствовала густой сладкий аромат жасмина, она остановилась. Она прикрыла глаза и глубоко полной грудью вдохнула. «Пахнет, пахнет, как дома», — прошептала она, и по ее щеке скатилась слеза. Но самое сильное потрясение ждало ее впереди. Когда мы открыли дверь в ее спальню, и она увидела фреску на стене, закатное небо и усыпанное звездами, она замерла на пороге. Она медленно подошла к стене и кончиками пальцев коснулась одной из нарисованных звезд, словно боясь, что это мираж. «Это место», — начала она, но запнулась. «Я не знаю, как вас благодарить». «Не нужно никого благодарить, бабушка», — вмешался Коля со своей обезоруживающей улыбкой. «Просто разреши нам заботиться о тебе. И научи меня печь твои знаменитые пирожки, как только освоишься». Анна Сергеевна, оглядев комнату, удовлетворенно кивнула. Все продумано до мелочей. Поручни, удобная кровать. Вы будете здесь в полной безопасности, но помните, Елена Андреевна, если вы вдруг заскучаете по пансионату, мы всегда сможем съездить туда в гости. Мама села на край кровати, ощущая мягкость нового покрывала. Ее взгляд блуждал от лиц ее семьи к звездному небу на стене. Я стоял рядом, и мое сердце переполняло такая нежность, что казалось, оно вот-вот разорвется. Все эти годы отсутствия, боли, поисков — все это не смогло разрушить ту связь, что снова соединяла нас. Через несколько минут наша экономка Раиса Павловна сообщила, что накрыла стол на террасе. Мама с моей помощью встала, и мы все вместе вышли в залитое утренним солнцем пространство. Длинный деревянный стол был накрыт белоснежной скатертью. На нем стояли вазы с цветами, кофейник и корзины со свежей выпечкой. Аромат кофе и корицы создавал невероятное ощущение домашнего уюта. Мы сели за стол. Это был наш первый семейный завтрак. Он был наполнен немного нервным смехом, тихими разговорами, взглядами, полными любви и надежды. Мама с любопытством расспрашивала Вику и Колю об их учебе и работе, а они наперебой рассказывали ей свои истории. «Сегодня первый день всей нашей оставшейся жизни», — сказал я, поднимая свою чашку с кофе в импровизированном тосте. «Я не знаю, что нас ждет впереди, но я обещаю быть рядом на каждом шагу». Мама тоже подняла свою чашку. «Тогда пройдем этот путь вместе, сынок», — ответила она, и ее голос, хоть и дрожал, звучал уверенно. Эти слова повисли в утреннем воздухе, скрепляя наш молчаливый договор. Договор о любви, терпении и новой надежде. Семья Морозовых, разрушенная 40 лет назад, в этот самый момент начала свое возрождение. Присутствие мамы в доме изменило не только наши привычки, но и саму суть нашей жизни. Боль ее прошлого и чудо нашего воссоединения не могли оставаться просто семейной тайной. Они требовали осмысления, действия. В один из вечеров, когда мы сидели на террасе, Вика, которая все больше времени проводила, помогая в пансионате, сказала: «Пап, мы должны что-то сделать. Наша история может помочь другим». Идея родилась сама собой. Мы решили основать фонд имени Елены Морозовой.
Его миссия была двойной: помощь домам престарелых и пансионатам в реабилитации людей с потерей памяти, а также создание общественной службы по поиску пропавших пожилых людей. Мы превращали нашу боль в надежду для сотен других семей. Эта новость, просочившаяся в прессу, произвела эффект разорвавшейся бомбы в деловых кругах Москвы. Моя репутация безжалостного и закрытого магната трещала по швам. Мне начали звонить журналисты. Особенно настойчивой была Людмила Вольская, известная своим острым умом и непредвзятыми расследованиями для крупного интернет-издания. Она хотела эксклюзивное интервью. Поначалу я колебался. Выносить нашу историю на всеобщее обозрение казалось мне кощунством. Но мама, к моему удивлению, поддержала эту идею. Если мой рассказ даст хотя бы одной матери надежду найти своего ребенка, или хотя бы одному ребенку не отчаиваться в поисках, значит, все это было не зря, сказала она. День публичного объявления о создании фонда я запомню навсегда. Мы арендовали конференц-зал в отеле «Метрополь». На сцене, подаркой из белых жасминов, красовался логотип фонда, серебряная звезда и цветок жасмина. В зале собрались бизнесмены, чиновники, журналисты. В первом ряду сидели Вика, Коля и, конечно, мама. Она держалась с невероятным достоинством, хотя я видел, как волнение выдавало легкая дрожь в ее руках. Когда я поднялся на сцену, на меня были направлены десятки камер. Я вдохнул, вспомнив тепло маминой руки, и начал говорить. Я не читал по бумажке. Я говорил от сердца. Рассказал, как в 8 лет потерял мать, как рос, веря, что она меня бросила. И как 40 лет спустя случайное пожертвование привело меня к ней. Каждое мое слово было наполнено болью, но не жалостью к себе. Долгие годы я знал ее как Елену Морозову, не ведая, где она, сказал я, глядя прямо в глаза маме. А в пансионате я встретил ее как Елену Андреевну. И только судьба и вера позволили мне снова обрести ее. Мы здесь сегодня для того, чтобы ни одна семья больше не пережила то, что пережила моя. В зале стояла тишина. Я видел, как люди, привыкшие к циничному миру большого бизнеса, были тронуты. В завершение я пригласил маму на сцену. Поддерживаемая внуками, она медленно подошла к микрофону. Ее голос дрожал, но каждое слово звучало отчетливо и весомо. «Спасибо всем тем, кто заботился обо мне, когда я сама не знала, кто я», — сказала она. «И спасибо моему сыну, который никогда не переставал искать в своем сердце правду. Пусть этот фонд станет светом для тех, кто блуждает во тьме памяти». Зал взорвался аплодисментами. Мы с мамой стояли на сцене, держась за руки. Этот снимок на следующий день обошел все новостные агентства страны. Но изменения на этом не закончились. Я начал реформы в собственной компании. Морозов Групп больше не могла работать по старым отцовским принципам. Я инициировал внедрение программ корпоративной социальной ответственности, прозрачности и экологичного строительства. Некоторые старые партнеры были в ярости, кто-то ушел. Но на их место пришли новые люди, разделявшие мои ценности. «Мы больше не строим просто квадратные метры», — заявил я на совете директоров. «Мы строим достойную среду для жизни».
Вика возглавила архитектурное бюро при фонде, проектируя современные пансионаты и доступное жилье. Коля взял на себя финансовый аудит, гарантируя, что каждая копейка пожертвований идет по назначению. Наследие моей семьи преобразилось. Фамилия Морозов, некогда ассоциировавшаяся с безжалостной хваткой и мрачными тайнами, теперь стала символом надежды и возрождения. На руинах лжи моего отца мы строили новое будущее. Я посмотрел на свою мать, которая в центре всеобщего внимания улыбалась своей тихой, мудрой улыбкой, и понял: истинное богатство измеряется не нулями на банковских счетах, а тем добром, которое ты сеешь в мире. И этот урок мне преподала женщина, которая 40 лет не помнила собственного имени, но так и не забыла, как нужно любить. Прошел еще год. Теплый сентябрьский день заливал светом террасу и сад моего особняка. Воздух был наполнен густым сладким ароматом жасмина, который разросся пышным цветом. За большим дубовым столом, который мы вынесли из столовой, шла веселая суета. Вика и Коля раскладывали тарелки, споря о чем-то и смеясь. Из кухни, откуда доносился невероятный запах тушеного мяса с пряностями, доносился голос Раисы Павловны и тихий смех моей матери. Я стоял у панорамного окна и смотрел на эту сцену, и на моем лице играла улыбка, которую я уже перестал контролировать. Человек, который еще 2 года назад считал семью досадной формальностью, а дом лишь местом для ночлега, теперь находил высшее счастье в подготовке к обычному воскресному обеду. Каждый смех, каждое прикосновение, каждый теплый взгляд казались мне тихой победой над тем ледяным прошлым, которое когда-то владело нами. «Папа, иди помогать!» — крикнула Вика, помахав мне рукой. Я вышел на террасу. Сегодня у нас были гости. За столом уже сидели Анна Сергеевна, ставшая для нас почти членом семьи, и Виктор Семенович Орлов, который с удовольствием поддразнивал Колю по поводу его новой прически. Чуть позже из кухни вышла мама. На ней был цветастый передник, а в руках большое блюдо, от которого шел пар. «Ну-ка, сынок, вспомнишь этот вкус?» Она подмигнула мне. «Я придумала этот рецепт, когда ты был совсем маленьким. Правда, не готовила его с тех пор, ну, ты знаешь, очень давно». В ее голосе больше не было дрожи. Пробелы в памяти остались и, наверное, останутся навсегда. Иногда она путала даты или имена, но ядро ее личности, ее светлая душа и безграничная любовь вернулись к ней. И этого было достаточно. Для меня видеть ее такой, спокойной, уверенной, хозяйкой в собственном доме, было бесценным даром. Мы сели за стол. Анна привезла с собой яблочный пирог, который испекли ее подопечные из обновленного пансионата «Тихая обитель». Орлов рассказывал забавные истории из своей исследовательской практики. В центре стола стояла большая ваза с жасмином, который мама срезала этим утром. Когда все наполнили свои бокалы яблочным соком, Вика встала. «Я хочу сказать тост», — произнесла она, и ее янтарные глаза светились от счастья. Этот год был настоящим чудом. Мы не просто вернули бабушку, мы вернули семью. Папа, спасибо, что ты никогда не сдавался. А бабушка? Спасибо, что научила нас, что настоящая любовь может расцвести даже после самой долгой и холодной зимы. Атмосфера за столом стала еще теплее. Я взял маму за руку и почувствовал,
что в моем сердце больше нет ни капли горечи, ни одного вопроса без ответа. Я, Вика, Коля и наша мама, мы были семьей, возрожденной из пепла. Я... я тоже хочу сказать, тихо произнесла мама, и все взгляды обратились к ней. Я пью за то, что мы вместе. И за то, чтобы мои внуки никогда не сомневались в том, что эта любовь настоящая. Даже если память подводит сердце, сердце не забывает главного. Все подняли бокалы. А потом был смех, разговоры, вкусная еда. Я смотрел на всех этих людей, собравшихся за моим столом, и вспоминал себя 2 года назад, запертого в ледяной башне из стекла и стали, с замороженным сердцем. А теперь, рядом с мамой, я познал новое значение слов «успех» и «счастье». Вечер опускался на сад. Солнце окрасило небо в нежно-розовые тона, и жасмин, казалось, начал пахнуть еще сильнее. Это был гимн нашей новой жизни. Семья Морозовых, некогда расколотая трагедией, исцелилась нитями любви, терпения и отваги. Я сжал руку матери. На небе зажглась первая, самая яркая звезда. Я закрыл глаза, и по моей щеке скатилась одинокая слеза. Но это была слеза не боли, а безграничной благодарности. Наконец-то, после 40 лет зимы, в мой мир вернулась весна.